Гэта не просто новая спортзала, гэта універсальны спартыўны аб'ект з якасна новымі умовамі для аздараўлення. Тут можна гуляць у баскетбол, волейбол і міні-футбол. Самае ж галоўнае, з'явіўся уласны скаладром. Это второй по величине скалодром в Республике Беларусь по высоте. Высота его 10,5 метров. Еще такой же высокий есть в городе Бресте. Этот же скалодром на базе оздоровительного лагеря, наверное, вообще единственный в республике на сегодняшний день такого масштаба, такой высоты и площади. Новыя магчымасці перш за ўсё разлічаны на дзяцей, якія тут адпачываюць. Гэта жыхары раёнаў, пацярпелых ад наступстваў аварыі на ЧАЭС. Многія тут не ўпершыню. Здесь мне очень нравится. Тут красивый спортзал, и в спортзале самое красивое – это скалодром. У нас тоже были различные соревнования, мероприятия, концерты, как сейчас, но сейчас все более современнее и интереснее. Спартыўная зала пабудавана за год сіламі прадпрыемства Брэста Аблсельбуд. Агульная плошча 3500 квадратных метраў. Тут прасторна і зручна. Ёсць пандус і пад'ёмная платформа для інвалідаў-калясачнікаў. Кабінет трэнераў, санвузлы і душавыя, гардэроб і пункт праката турыстычнага і спартыўнага абсталявання. У межах будаўніцтва была рэканструявана і кацельная. На гэта было выдаткавана больш за 1,5 мільёна рублёў. Благодаря этому объекту мы можем стать местом для проведения республиканских, районных и областных спортивных мероприятий, и в том числе и по скалолазанию. Мы знаем, что этот вид спорта уже в 2020 году будет олимпийским видом спорта, поэтому я думаю, что наш скалодром будет востребован и в этом направлении. Но в первую очередь скалодром строился для тех детей, которые приезжают к нам на оздоровление. Гэты спартыўны комплекс толькі адзін з цэлага шэрагу социальных подарунков, якія в области отрымала на гэтым тыдні. В городе Бресте мы также много сделали для детской областной больницы. Новый лечебный корпус начинаем строить, а сдали пищевой блок, отделение открыли и в дальнейшем будем продолжать. Кроме того, много делается в городе Бресте в целом по благоустройству, к тысячелетию города. И вот мы открыли Партизанский проспект силами коммунальных служб. У падарунак світанку кіраўнік вобласці і гендырэктар прадпрыемства Брэста Аблсельбуд перадалі сертыфікаты на трэнажоры і акустычную сістэму. Татьяна Будгусаим, Алиса Грыгарчук, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».